Спортсмены сборной Тувы приступили к усиленной подготовке к первенству России по спортивной борьбе, которое состоится в Московской области. Это стало возможным благодаря послаблениям Роспотребнадзора, которые поддержало правительство Тувы. Сейчас спортсмены в общем 35. У них пока что хорошо, слава богу, что самочувствие у них все хорошо, без травм, без всяких этих таких болезней. Как рассказали спортсмены, в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса было достаточно сложно держать себя в постоянной спортивной форме. Ведь находиться в закрытых, оборудованных специальным спортивным инвентарем залах было запрещено. Конечно, тяжело было готовиться к соревнованиям, стартам. Не только спортсменам, и всем жителям республики было тяжело. Когда нет залов, где тренироваться на улице, можно, конечно, условия не те. В спортзале на ковре работать лучше, чем на улице. Но мы, когда ограничения были, тоже на улице тренировались, футбол, кросс бегали. Значимым подспорьем для подготовки чемпионов Тувы стало открытие на базе спортивного комплекса «Кахем» в Сарсепе Центра спортивной подготовки сборных команд республики. В Кахемском Кожуне там есть спорткомплекс, который под руководством Министерства спорта. Конечно, здесь олимпийская база очень хорошая и местность тоже очень хорошая, такая свежий воздух. Для спортсменов сборных команд Тувы в Сарсепе созданы все условия для подготовки к соревнованиям на новом качественном уровне. Раньше, когда я боролся, я закончил в 2017 году, даже в 2000 года, таких условий у нас не было в республике. То, что сейчас у нас министерство сделало для ребят и для тренеров, это уже, можно сказать, новый уровень. Вся сборная России, другие регионы, Красноярская школа, Академия вольной борьбы, Дмитрий Георгиевич Миндашвили, там все условия есть для ребят. А у нас было тоже залы, были тренера тоже были, отдельно от дома. И вся сборная здесь собраться, в одном месте жить, тренироваться, в таких условиях. Впервые в истории Тувы. Мы стараемся содержать в должном образе для спортсменов все условия для тренировок. И, соответственно, все по хозяйственной части у нас хватает. Но, сказали, будет все еще дальше усовершенствоваться. Действительно, в здании спорткомплекса предусмотрено все для автономного длительного проживания чемпионов без отрыва от тренировок. Стиральные машины, бытовая комната, душевые, грамотный техперсонал и самое главное – столовая. Мы начинаем с 7 часов работать, приходим, завтрак готовим, каши, сыр, иногда яйца, чередуем. Рацион разнообразный у нас, каждый день разная еда. Овощи у нас натуральные, свежие. Особая гордость тренерского состава сборной республики – медицинский кабинет. Этот аппарат аналог ударно-волновой терапии, Аппарат ударно-волновой терапии. Да, это аппарат аналог ударно-волновой терапии, восстановительный, все это. Это после длительных нагрузок, после кросса 11 километров. И еще лимфодренажный аппарат, восстанавливающий тоже оба нижние конечности. Тренер отмечает, что с открытием нового центра спортивной подготовки наподобие центра олимпийской подготовки сборной России позволит нашим чемпионам значительно усилить в стране и в мире позиции Тувинской спортивной школы. 4 вида, олимпийских: стрельба из лука, вольная борьба, дзюдо, бокс, и неолимпийские это кикбокс, сумо и самбо. Для этих спортсменов этот комплекс А сам центр подготовки работает в этом году, получается, в начале года. Это февраль или март месяц. Это получается вообще для республики это ноу-хау, да? Да, можно сказать, это же новый уровень, можно сказать. Осталось только ребят показать высший результат. Здесь все условия делаются. После трехнедельной тренировки сборной Тувы по спортивной борьбе их место займут спортсмены сборной команды республики по кикбоксингу. Обновленный спортивный комплекс Центра спортивной подготовки предусмотрен для беспрерывной круглогодичной работы. Сайгын Бирбил, Владимир Суртук, Ангар Оржак, Тува 24.